Даже 3 года назад этот конкурс не стартовал так убедительно, как сейчас. Документы сегодня поступают всеми возможными способами. Увидеть новые горизонты и войти в управленческий резерв сегодня мечтают не только люди из коммерции, то есть со стороны, но и госслужащие тоже. Кому-то кажется, что он перерос свою должность, кто-то намерен сменить направление работы, но каждый из них уверен: я достоин. Я хочу войти в команду Республики Коми, лидер нового поколения. Я являюсь одним из них. Для меня участие и победа в конкурсе – это уникальная возможность получить новые знания, повысить уровень своих профессиональных компетенций, наладить контакты с успешными управленцами Республики Коми, ну и, естественно, возможность подняться по карьерной лестнице. Диплом победителя конкурса управленцев сегодня висит на стене заместителя начальника Ухтинского управления образования Натальи Коротковой. 3 года назад, говорит она, каждому претенденту был индивидуальный подход. В этот раз, очевидно, с претендентами будут обходиться также бережно. Были выявлены профессиональные и личностные дефициты каждого участника, и, исходя из этого, уже выстраивалась траектория индивидуального развития. Что она осуществлялась? Это были курсы повышения квалификации, это были тренинги профессионального и личностного роста, это были, безусловно, форсайт-сессии, это были встречи за круглым столом, это была встреча с главой Республики Коми, это была инициация, разработка и внедрение очень важных инновационных проектов. Впрочем, до повышения личностных характеристик еще нужно добраться. Ну а пока даже, казалось бы, простая справка об отсутствии судимости – один из основных камней преткновения. Зачастую люди просто не понимают, где ее можно взять. Как пояснили в администрации главы, самый быстрый способ получения справки – через госуслуги – 7 дней. Нет понимания и того, как считать практический опыт управленческой деятельности. Многие опираются на запись трудовой, но в администрации главы Республики Коми нам сегодня пояснили, в зачет идет и то, что осталось за книжкой. Общественные начала, волонтерство, управление проектами тоже приветствуются. Кстати, по первым анкетам уже сегодня можно попробовать составить портрет типичного претендента на руководящие должности. Больше всего претендентов в возрастной категории от 35 до 40 лет. Самому молодому претенденту 27 лет, самому взрослому участнику 48 лет. На сегодняшний день у конкурса мужское лицо. Из всех подавших заявки только 20% женщины. Но мы уверены, что ситуация еще может измениться, и женщины так просто не отдадут пальму первенства мужчинам. Один из нюансов нынешнего конкурса – наличие наставников. Больше 40 чиновников и руководителей крупных предприятий региона готовы к встрече с подшефными и уже точно знают, кого они хотят видеть в числе новых лидеров республики. Во-первых, нужны руководители хозяйств, умные, грамотные, и молодые, энергичные, креативные. К сожалению, есть проблемы, мы это видим, понимаем, но не каждый молодой человек на сегодня смело может пойти вот на такую должность. Это непростая абсолютно должность. Я скажу, что, наверное, самое тяжелое в жизни управленца – это работать бригадиром. Вот эта должность, вот она вроде бы самая нищая, но это самое сложное. Если ты состоялся как бригадир, то уже можешь дальше двигаться по лестнице. Что касается системы органов местного самоуправления, это некий универсализм. Это должны быть универсальные солдаты, потому что от глав поселения до глав района эти специалисты должны знать, уметь все. Хотя там тоже есть специализации. В системе органов исполнительной власти, понятно, там есть специализация, есть отраслевые министерства, есть направления. Вот. Но я считаю, в первую очередь, должны быть грамотные, просто очень грамотные, образованные люди, люди, знающие, понимающие систему власти. Это должны быть правильные стратегии, которые должны быть стратегически мыслить. Это люди, которые должны, в первую очередь, самое главное, любить нашу республику и для нее что-то делать. Они должны понимать, что у них миссия. Миссия – это управлять этой республикой, управлять эффективно, управлять для людей, для народа. Прием документов на конкурс команды Республики Коми продлится до 29 марта, а окончательную цифру участников, прошедших во второй этап конкурса, назовут 2 апреля. Максим Васильев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.